Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в кафе «Лания» в самом центре Санкт-Петербурга. У нас в Питере проживает много земляков. Некоторые из них успели уже добиться некоторых успехов в спорте, музыке, культуре и в других областях. Мы планируем знакомить вас с ними. И сегодня у нас в гостях Джагаев Азамат. Азамат — студент юридического факультета, который делает уверенные шаги в вольной борьбе. Азамат, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о себе, где родился, где учишься. Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили на интервью. Живу я в Санкт-Петербурге уже на протяжении 13 лет. Родился я во Владикавказе, но сам с Южной Осетии. Учусь в Российском государственном университете правосудия на первом курсе. Занимаюсь спортом вольной борьбой. Расскажи, пожалуйста, Азамат, как ты пришел в этот спорт? Кто тебя привел впервые на ковер? Ну, впервые на ковер привел меня мой отец. Все мы знаем, что вольная борьба — это национальный вид спорта осетин. И я считаю, что каждый отец должен привести своего сына в этот спорт. У меня к тебе следующий вопрос. Почему выбрал именно вольную борьбу, а не популярное сегодня направление ММА, смешанных единоборств? Ну, на самом деле, на тот период, мне было тогда 13 лет, это было 5 лет назад, я начал заниматься вольной борьбой. На тот период ММА не был так развит и не был настолько разрекламирован, да, как вольная борьба. И плюс к тому же, я считаю, что вольная борьба — это основополагающая любого вида единоборств. Хорошо, переходим к следующему вопросу. Твоя первая награда, ты помнишь, где и когда собрала? Моя первая награда — это, наверное, моя самая первая запоминающаяся награда, да, я так понимаю? Возможно. Это, наверное, был мой первый город, это было первенство Санкт-Петербурга. Я стал призером, по-моему. Вот. Но тогда это было в 14 лет, и для меня, то есть спустя год тренировок, это было неплохим достижением на тот момент. А ты расскажи, пожалуйста, кто твой первый тренер и у кого тренируешься сейчас? Ну, на самом деле у меня единственный тренер. То есть я пришел к нему на тренировки еще в 2013 году. Это Андреев Максим Борисович. Довольно молодой тренер, но такого тренера я еще на самом деле в своей жизни не встречал и не видел. Даже вот у остальных ребят, да, тренера. Он на самом деле очень сильно заботится о своих, да, подопечных. По-настоящему по-мужски их воспитывает на своих тренировках, и это все отражается, то есть и на соревнованиях, и в жизни, да, все его вот воспитание, все его вклады, да, в нас. Мы ему за все благодарны. Что самое тяжелое в вашем спорте, в вольной борьбе? Самое тяжелое, наверное, это не то чтобы не сдаваться, а продолжать путь вперед идти. Потому что для детей, да, для чистых, как сказать, незакошенных детей проигрывать — это тяжело. Я не знаю, как для всех, но для большинства это тяжело проигрывать. И каждый раз, когда там парень проигрывает, да, это его психологически ломает. И он ждет, когда же он начнет выигрывать. Вот для меня, допустим, самое сложное было это оставаться в этом спорте, несмотря ни на что, ни на какие падения, скажем так. Скажи, пожалуйста, легко ли совмещать спорт с учебой твоей сейчас? Честно говоря, в наше время университет не занимает такого количества времени и сил, как занимал, допустим, в Советском Союзе, да? Я могу сказать, что да, возможно, я первокурсник еще, и это, возможно, очень просто, но первую сессию я закрыл на отлично, и ко второй сессии я тоже готовлюсь. Я уверен, что точно так же закрою на отлично. По поводу того, как совмещать тренировки и учебу, ну, я могу сказать так, что на данный момент жизни, или вообще, по крайней мере, я никак не могу представить свою жизнь без спорта вообще, в принципе. Вот. Потому что я полюбил этот вид спорта,
И вообще я считаю, что каждый мужчина должен заниматься спортом. Это должно быть неотъемлемой частью мужчины. Да, пожалуйста, поделись с нами, чего ты хочешь достичь в этом спорте и каких высот? Ну, честно говоря, все, наверное, да, мечтают в этом спорте стать олимпийскими чемпионами. У меня тоже есть такая мечта, но мы двигаемся, мы работаем, мы особо много и не мечтаем. И посмотрим, как все будет продолжаться дальше. Хорошо, Азамат, хотелось бы, чтобы ты рассказал нашим телезрителям о своих наградах. Будет интересно, я думаю. Ну, о своих самых таких наградах. У меня 5 наград получилось, я насчитал их дома. Я не знал, что у меня так много наград. В плане того, что это все награды по первенству Санкт-Петербурга. То есть я являюсь 3-кратным призером города Санкт-Петербурга и 2-кратным чемпионом в категории 85 килограмм и 100 килограмм включительно. И вот как раз совсем недавно, по-моему, в конце апреля у нас было первенство города. Я выступал по мужикам, то есть это от 23 лет. И выступал, честно говоря, ну не в своей категории, потому что я весил 100 килограмм. Выступал в категории 125 килограмм и занял тоже 3-е место. Для меня на самом деле это тоже неплохой результат. Да. Встретился там с друзьями, с товарищами, с которыми я, допустим, в 14 лет я с ними тренировался, они уже были взрослые. И они очень удивились, когда они меня увидели на соревнованиях и когда я с ними вместе боролся. Вот. Такой вопрос. Хочешь ли ты быть в будущем тренером и почему? Честно говоря, наверное, нет, потому что быть тренером это колоссальный труд, это жизнь в спорте. Ты не имеешь никакого права, ну, на семью, если ты профессионально занимаешься этим, если ты профессионально продвигаешь, да, своих воспитанников, то ты должен понимать, что ты должен, ну, практически на 90% отдаваться своим воспитанникам. Вот. И я считаю, ну, я думаю, что у меня, ну, не будет такого получаться. Хорошо, а были у тебя, может, какие-то травмы за время занятий твоим спортом? Честно говоря, нет, не было у меня никаких травм, и надеюсь, что не будет, потому что травмы, они очень сильно подкашивают. И с получением каждой новой травмы, да, человек все больше становится уязвим. Тем более вот в нашем виде спорта, когда функционируют все мышцы, все части тела, поэтому как-то так. А ты думал о том, что когда-то в будущем своих детей отдашь в этот спорт, может быть? Да, думал, почему бы и нет, потому что, ну, я считаю, что вольная борьба, она развивает мужские качества в человеке, она делает из человека, да, личность и прививает любовь к дисциплине. Это, мне кажется, одно из самых важных. Ты можешь не быть чемпионом, ты можешь не достигать каких-то высот, но ты должен быть дисциплинирован, должен быть воспитан, должен быть уверен в себе и должен вести себя по-мужски. Скажи, пожалуйста, есть что-то такое, что тебя особенно мотивирует в занятиях вольной борьбой? Ну, честно говоря, меня мотивируют мои старшие. Да, они всегда подталкивают, даже когда вот они видят, да, возможно, какие-то мои не то что недоработки, бывают у меня, допустим, там у всех бывают, да, какие-то расстройства, еще что-то. Меня все время подбадривают мои старшие, меня все время, допустим, я очень люблю и уважаю ребят, которые сходят со мной на тренировки старшие, да, тоже. Я с ними тренируюсь, как бы постоянно они поднимают мне настроение, там, наставляют меня, вот. И меня это как-то очень сильно мотивирует. Спасибо тебе большое. Может, у тебя какие-то есть пожелания для нашей молодежи, для наших земляков? Я бы хотел пожелать своим землякам здоровья, успехов, не только в спорте. Тренируйтесь, ведите здоровый образ жизни. Ну и напоследок хотелось бы сказать фразу, да. Юрон кадда, ва тренировка ка. Спасибо тебе большое.
Мы благодарим наших друзей из кафе Алания за всегда добродушный прием, за домашнюю обстановку, за вкусную кухню. Кафе Алания. Вкусно, как дома. Следите, пожалуйста, за нашими выпусками. У нас еще впереди будет много собеседников интересных. И вам будет тоже интересно узнать о них, посмотреть. До новых встреч, друзья. До свидания. Ну, как знак, нам видно вообще? Нам видно? Да, можно. До новых встреч. У нас в будущем еще следующий новых встреч. Это не надо говорить. Да, я думаю, до новых встреч. Встретимся. Скоро встретимся. Да, следите за... Да, у нас еще много интересного. Да.